частности, она предлагает в случае заражения медработников сохранить за ними зарплату на период восстановления трудоспособности. Мукаддас Умарова, врач-диагностика лечебного центра ШИФа в городе Душанбе, предложила правительству ряд мер и действий, направленных на предотвращение усугубления коронавирусного кризиса в стране. Она опубликовала их 30 апреля в соцсети Facebook в порядке открытого обсуждения в одной из популярных групп. Мукаддас, педиатр. Есть также специализация кардиолога. Уже 15 лет работает в клинике ШИФа, а до этого 10 лет проработала в диагностическом центре Душанбе. У меня достаточно опыта и знаний, чтобы иметь смелость писать такой пост. И я считаю, что делаю это от имени всех наших врачей, которые, возможно, в силу каких-то условий, не могут высказаться открыто. И написал это ради того, чтобы были приняты соответствующие меры, а не ради какого-то хайпа, как многие высказались под моим постом. Это даже обидно, сказал Мукаддас в интервью Азия Плюс. При этом она считает, что мы и так уже потеряли много времени. Понимаете, мы врачи еще советского времени, и все, что касалось эпидемии, мы знали наизусть. То, что происходило в последние дни у нас, происходило вопреки всем эпидемиологическим законам. Отличить обычную пневмонию от атипичной, поверьте, может каждый студент медуниверситета. Но почему-то ответственные лица не посчитали важным обратить внимание на то, что слишком много людей умерли от этой болезни. Нашу бдительность усыпила и представители ВОЗ в стране со своими заявлениями, говорит Мукаддас. В своем посте она написала, что события последних дней показали нам некомпетентность, инертность, непрофессионализм и халатность Минздрава страны и других ответственных в этой сфере лиц. Теперь она надеется, что ситуация изменится и будут приняты все необходимые меры. При этом она отметила, что со стороны официальных структур никакой реакции пока на ее пост не было. Вот что предлагает сделать Мукаддас. 1. Заменить в состав комиссии, штаба, по предотвращению распространения COVID-19 на энергичных, владеющих ситуацией специалистов, из числа эпидемиологов, организаторов здравоохранения, инфекционистов. 2. В кратчайшие сроки разработать алгоритм диагностики и лечения больных с COVID-19 и атипичной пневмонией на базе инфекционных отделений республиканских больниц. 3. Обеспечить все медучреждения страны качественными тест-системами для выявления COVID-19 в достаточном количестве. 4. Обеспечить стационары необходимым количеством медицинских препаратов. Медуслуги должны быть доступны для всех слоев населения, без исключения. 5. Обеспечить СИС всех медработников в достаточном количестве и качестве соответствующем ГОСТу. 6. Поднять заработную плату медработникам инфекционных больниц и людям, приравненным к ним, работникам скорой помощи и приемных отделений, участковым врачам, работникам фельдшерских пунктов на 100% из госбюджета на время данной пандемии. 7. В случае заражения медработников или членов их семей обеспечить средствами лечения и сохранить за ними заработную плату в полном объеме, с учетом инфекционных процентов, на период восстановления трудоспособности. 8. Обеспечить медперсонал больниц триразовым горячим питанием за счет госбюджета, по договоренности с определенными точками питания. 9. В случае невосстановленной трудоспособности или в случае заражения на рабочем месте, приведшее к смертельному исходу, выплатят семье медработника сумму, эквивалентную 10-месячным окладам, с учетом инфекционных процентов. 10. По необходимости развернут полевой госпиталь, сортировочный пункт, для оперативной централизованной госпитализации пациентов. 11. Систему оповещения сделать максимально прозрачной и информировать граждан о количестве заболевших и умерших. 12. Ношение масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции сделать обязательной. 13. Похороны людей, погибших от COVID-19, проводить с учетом религиозных, этических, правовых норм, с соблюдением эпидемиологических мер, дабы не нанести невосполнимый моральный урон родным и близким погибших.